Сегодня Божье послание находит отклик в вас. Я дам вам силы мужественно и стойко противостоять трудностям. В трудные времена я расчищу путь к безопасности. Моя неиссякаемая любовь – это убежище спокойствия среди жизненных бурь. Непоколебимая и постоянная, моя любовь дарит утешение, облегчая вашу душу. В этой любви вы найдете силы для преодоления трудностей и преодоления испытаний. В божественном послании содержится важное предупреждение. Бог предупреждает о серьезной опасности, таящейся в соседнем втором доме, и призывает вас быть бдительными. Вы получаете сообщение через портал сознания. Подпишитесь на наш канал, чтобы держать этот портал открытым и продолжать привлекать эти мощные небесные послания. Это тревожное откровение побуждает вас раскрыть истину, защитить себя и пройти по коварному пути, который ждет вас впереди. Если раньше соседний дом органично вписывался в ваш мирный квартал, то теперь он вызывает подозрения. Божественное руководство разжигает ваше любопытство, побуждая разобраться в загадочных тайнах, скрытых за этими стенами. При ближайшем рассмотрении обнаруживаются странности, разговоры шепотом, разносимые ветром, тайные встречи в неурочное время, общая атмосфера секретности, окутывающая ваших соседей. Голос Божий звучит, выделяя эти тревожные сигналы, которые пробуждают в вас дух расследования. Поиск истины пробуждает в вас растущее чувство подозрительности. Приступая к выполнению задания, вы стремитесь раскрыть зловещий замысел второго дома путем тщательных наблюдений и осторожных расспросов. Головоломка медленно, но верно складывается. Появляется ясность, освещающая темные замыслы соседей. Божье руководство продолжает действовать. Вы являетесь главной мишенью для этих злых побуждений. И если копнуть глубже, то можно обнаружить причины их враждебности, нерешенные обиды, скрытые планы или даже ревность, разжигающая ненависть. Независимо от причины, их намерения представляют серьезную угрозу вашему благополучию. Напишите 11, чтобы заявить об этом. Полностью осознавая надвигающуюся опасность, вы понимаете, что необходимо сохранять бдительность и быть хорошо подготовленным. Словно божественное послание призывает вас набраться мужества и решительно обратиться за небесным руководством. Вы смело вступаете в противоборство с противниками, вступаете в многогранную борьбу, проверяющую вашу стойкость и силу. Эта борьба выходит за рамки физической, переходя в психологическую сферу, где непоколебимая решимость и находчивость оказываются самыми ценными качествами. По мере продвижения по опасному пути разрушения их коварного плана становится вашей главной задачей. Божье послание ясно, исход этого тяжелого испытания зависит от хрупкого равновесия между добром и злом. Наступает столкновение сил, каждая из которых борется за свое превосходство. Опираясь на непоколебимую веру в правое дело, вы собираете все свои силы, чтобы бросить вызов и победить наступающую тьму, угрожающую вашему миру. Благодаря упорству и непоколебимой решимости вы выйдете победителем, разрушив коварные планы и вернув себе чувство безопасности. В ходе этого преображающего путешествия вы приобретаете бесценные знания,
выкованные на собственном опыте. Божественное предупреждение и последующий конфликт наделили вас мудростью, позволяющей прислушиваться к знакам, доверять своей интуиции и использовать внутренние резервы силы. Это осторожное повествование служит наглядным напоминанием о том, что опасность может неожиданно возникнуть даже в привычной обстановке. Поэтому он подчеркивает исключительную важность сохранения бдительности с благодарностью. Помните, что ваш Бог разработал небесный план для вашей жизни. И хотя ход событий может не всегда совпадать с вашими ожиданиями, сохраняйте непоколебимую веру в то, что каждое событие разворачивается с высшей целью. Примите этот путь, опираясь на уверенность в том, что божественная защита и руководство осветят вам предначертанный путь. Непоколебимое присутствие Бога будет сопровождать вас на каждом шагу, заботливо опекая. Примите это глубокое откровение и найдите утешение в осознании того, что вы никогда не будете одиноки. С Богом, как с компасом, вы сможете с непоколебимой уверенностью двигаться по запутанному гобелену жизни, находясь в объятиях божественной защиты и руководства. Благосклонность Бога ждет вас, обещая прекрасное будущее. Ответьте искренним «Аминь», чтобы утвердить эту истину как свою собственную. Если вы верите в Бога, поставьте этому видео лайк. Бог говорит, что вы преодолеете препятствия, и все заметят мощную поддержку на вашем пути. Ваше благословение находится в безостановочном путешествии, скоро вы получите ответы, ваши нужды будут удовлетворены, а здоровье восстановлено. Любимый человек, поверьте, вернется в вашу жизнь. Я хочу, чтобы в этих словах вы нашли мужество, чтобы ваше счастье расцвело. С сегодняшнего дня дорогие и любимые люди будут стремиться к вам. Я желаю, чтобы они увидели в вас сияющее и помолодевшее лицо, чтобы ваша улыбка поразила их. Пусть они своими глазами увидят чудесное благословение, которое я дарую вам. Позвольте мне дать следующее обещание. Изобилие предписано, слова мои истины, и обещания мои всегда будут исполнены. Помните об этом, чтобы тревога и беспокойство не занимали ваши мысли. Я положил конец вашим страданиям, ваш момент настал. Приближаются счастливые дни, драгоценные мгновения, которыми вы должны дорожить. Не бойтесь, не плачьте, не отчаивайтесь. Верьте в меня, ибо я, ваш Бог, говорящий с вами в этот миг. Я знаю, что ты взываешь из глубины своего существа. Я слышу биение твоего смиренного сердца. Ваша молитва доходит до меня, и двери моей милости распахиваются настежь. Я осыпаю вас благословениями и благосклонностью. Мое присутствие обитает в тех, у кого искренняя вера и смиренное сердце. Всегда помните, что вы можете положиться на мою силу и верность, я никогда не оставлю вас и не покину. Моя жертва на кресте была принесена ради вас, и я не забыл вас. Когда беда настигает вас, когда вы чувствуете себя слабым, нуждающимся или больным, помните, что я всегда рядом с вами. Я жажду, чтобы вы искали меня, помните мои слова и верьте в мою способность освободить вас. Я повторяю вам это каждый день, потому что я это исполню. Я желаю, чтобы ваша вера росла, чтобы вы обрели покой ночью и мужество утром.
Мое обещание нерушимо, я люблю вас и благословляю всегда. Так было и так будет и впредь. Теперь вы можете подтвердить, что вы верите. Я жажду видеть в ваших словах вашу силу и радость. Вы вот-вот достигнете этого долгожданного благословения, и именно поэтому враг пытается отделить вас от меня. Если все идет не так, как вы ожидали, не сердитесь и не сдавайтесь. Я понимаю, что вы чувствуете. Посмотри мне в глаза, давай вместе решим эту проблему. Не отдаляйся и не прячься. Как ты можешь сомневаться в моей любви? Почему ты так принижаешь себя? Ваши мысли довели меня до слез. Помните, что у меня тоже есть чувствующее сердце. Я глубоко люблю тебя и не хочу, чтобы ты отдалялся. Напишите «Я люблю тебя, Бог». Бог говорит, когда ты был омрачен депрессией и опустошенностью, когда ты считал, что настал твой последний день, не я искал тебя первым. Это я пришел к тебе, протянув свои руки с глубокой любовью. Я очистил твою душу и сердце, простив все твои грехи. Я утешил тебя, исцелил и помог воскреснуть. Вы возродились заново, а теперь направьте свое внимание на меня в этот момент. Вы поймите, что мое обещание нерушимо и непреложно. Никто не сможет вырвать вас из моих рук, ибо моя любовь вечна. Если вы сомневаетесь, то это потому, что вы доверились другому, но давайте оставим это в прошлом. Приди сейчас в мои объятия, где ты сможешь пролить свои слезы. Мои слезы присоединятся к твоим. Вы глубоко трогаете меня, когда бежите ко мне. Жизнь – это путь испытаний, и могут возникнуть сомнения, но они подобны птицам, порхающим вокруг вашей головы. И если вы отвлечетесь, они могут свить гнездо в вашем сознании, наполнить его смятением и увести вас от моей любви. Они побуждают вас забыть о многих красотах, которые вы пережили рядом со мной, и сосредоточиться только на негативных моментах в вашей борьбе. Не позволяйте этим мрачным мыслям овладеть вами. Откажитесь от семян смерти, которые пытается посеять враг. Позвольте мне освободить ваш разум от этих сомнений. Отбросьте печаль, которая поглощает вас в этот момент. Мое имя начертано в вашем сердце, чтобы вы никогда не забывали его и не сомневались в том, что вас любят. Моя любовь ваша без всяких оговорок. Даже если кажется, что мир против вас и вы чувствуете себя в одиночестве, я останусь рядом с вами, независимо от обстоятельств. Я буду заботиться о тебе, твоей семье и твоих благословениях. Но теперь скажи мне, выполнишь ли ты свою часть? Доверите ли вы моим словам и будете ли держаться за них, чтобы вы не увидели и не почувствовали? Не позволяйте сомнениям укорениться в вашем разуме. Я еще раз заверяю вас, что не разочарую вас. Я торжественно заявляю вам, что мои обещания непоколебимы. Идите рядом со мной со спокойным и уверенным сердцем. Наш завет нерушим и будет жить вечно. Я понимаю, что жизненные обязанности могут отвлечь вас от меня, но когда наступит тишина и шум стихнет, я буду рядом, чтобы выслушать ваши молитвы. Обретите покой, которого вы жаждете,
благодаря глубокой и прекрасной вере в мое слово. Вы знаете, что мои слова сбываются, а мои обещания тверды. Моя любовь сильнее всего на свете. Вы любите меня, отдаете мне свое сердце и питаетесь моим словом от всего сердца. Ваши отношения и преданность радуют меня, и я щедро вознагражу вас. Напишите 1212, если вы верите в это. Бог говорит: «Я дарую тебе силу обнаруживать змей и скорпионов на путях, усеянных жгучими терниями, а также способность заставить умолкнуть пасть льва и остановить разрушительную силу пожирателя». Для проявления моей силы не нужны ни шум, ни излишества. Ваша простая, благодарная душа и покорное отношение, а также взгляд храброго воина преодолеют препятствия в моей любви и силе. Вы преодолеете стены и победите злые силы. Когда одиночество охватывает вас и слезы дают выход, обратитесь ко мне. Я понимаю ваши страдания, печаль и опустошенность. Вам не нужны объяснения. Призовите мое имя, и я облегчу ваше бремя. Я видел вашу любовь и преданность, которые вознаграждаются так мало. Я вижу ваше несчастье и осыплю вас благословениями. Придите с изможденным телом и усталым сердцем. Во мне вы найдете отдых и облегчение. Я несу ваши страдания и печаль. Я знаю о ваших поступках из любви и о том, как несправедливо с вами обошлись. Ложь и предательство не ускользнули от моего внимания. Я хочу, чтобы вы знали, что я был свидетелем всех ваших переживаний и полностью понимаю вас. Я понимаю ваши эмоции и те жертвы, на которые вы пошли до сих пор. Я всегда был, есть и буду рядом с вами. С этого дня пусть ваша вера возродится. Ваши глаза откроются для новой жизни, в которой вы, наконец, почувствуете и поверите в мою любовь. Я даю тебе обещание, доверь мне свою жизнь и сердце, и я буду рядом с тобой, чтобы любить тебя и исцелять твою боль. Я буду твоим защитником в любой битве. Я окружу вас своей любовью и дам непоколебимый мир, который укрепит вашу душу. Если ты упадешь, то поднимешься. Если вы унываете, я вселяю в вас мужество. Никто и ничто не посеет страх в вашем сознании. Не позволяйте обвинениям и лжи недоброжелателей утопить вас. Положитесь на меня, ибо я знаю ваше благородное сердце. Враги побегут, и ваша жизнь наполнится миром, мудростью, процветанием, здоровьем и радостью. Благодаря благословениям свыше, которые полностью покрывают вас. Рядом со мной все ваши мечты станут возможными. Вы будете внутренне ощущать мое присутствие и уже не будете прежним человеком. Окружающие заметят это по радости и покою, излучаемым вашим лицом. Завтра встаньте пораньше. Будьте внимательны, и вы ясно услышите мой голос, напоминающий вам, что я не разочарую вас, ибо я люблю вас всем своим существом. Во времена процветания взывайте ко мне. В трудные времена обращайтесь ко мне. Я посылаю вам эти слова заверения, потому что услышал ваше желание обрести мир сегодня. Я вдыхаю в твою душу божественный ветер.
Почувствуйте, как вы наполняетесь безмятежностью в этот самый момент. Напишите 2222 для подтверждения. Бог говорит: раскрой свои уста в молитве благодарности. Это самое прекрасное обращение, которое вы можете предложить. Не вините себя. Я прекрасно тебя слышу. Мой ответ был послан еще до того, как вы воззвали. Но я хочу, чтобы вы упражнялись в вере, не всегда полагаясь на собственные силы. Хотя вы обладаете большим умом, не становитесь рабом собственного благоразумия. Вы мудры и смиренны, но вы не знаете всего. Опасности и угрозы таятся в окружающей тьме, как рыкающий лев в духовном мире. Будьте внимательны и относитесь к этому серьезно. Я надеюсь, что вы это понимаете. Поэтому я надеюсь, что вы молитесь в минуты счастья и невзгод, в дни радости и при столкновении с конфликтами и, казалось бы, тяжелыми обстоятельствами. Разговор со мной – это несложно, это вопрос веры. Смело верьте, где бы вы ни находились. Взывайте ко мне, и я откликнусь. Когда вы подойдете, чтобы послушать меня, вы почувствуете, как мой Святой Дух окружает вас, и я не отпущу вас, пока не почувствую, что ваше сердце спокойно. Я не позволю вам идти по жизненным путям, наполненным страхом и отчаянием. Я буду стучаться в дверь вашей души каждый рассвет. Я хочу, чтобы вы вставали рано. Пока все в вашем доме спят, в вашей комнате преклоните колени в тишине и начните. Ваш день с активной верой, приходите с уверенностью. Я жду вас с распростертыми объятиями. Приходите с искренностью. Приходите ко мне с простой верой. Советуйтесь в мелочах, не стесняйтесь выражать свои нужды. Ваши молитвы всегда ценны и прекрасны. Вы поняли, каковы ваши приоритеты. Вы не просите о роскоши и суетности. Вот почему я говорю вам силой моего слова и властью, вам, истинно верующим в меня, не бойтесь и не унывайте. Неустанно боритесь за свою жизнь и свое будущее, за свое здоровье и процветание. Молитесь за свою семью, за своих детей, за больших и малых. Молитесь за своих родственников, за тех, кто относится к вам хорошо, и за тех, кто смотрит на вас с пренебрежением. Послушайте, я должен сказать вам сейчас, те люди, которые отвергли вас, однажды придут, раскаявшись, и попросят у вас прощения за то, что недооценили вас. Никогда не поступайте с ними так, как они поступили с вами. Никогда не говорите ни о ком плохо, пусть из ваших уст исходят только слова благословения. Даже если они избегают вас, лучшее, что вы можете сделать, это молиться и прощать. Мой Святой Дух будет говорить с ними мягко и покажет им их ошибки. Вскоре они откроют глаза, займут достойное место и признают, что вы благословение. Не останавливайтесь, продолжайте молиться всегда, что бы ни случилось. Пусть счастье не отвлекает вас, пусть нужда не обескураживает, пусть болезнь не отнимает у вас покой. Я никогда не позволю вам вынести больше, чем вы можете, или столкнуться с битвами, которые слишком сильны для вас. Я никогда не оставлю вас, в моей поддержке не будет недостатка.
Не позволяйте эмоциям уносить вас. Когда вы чувствуете уныние, упорствуйте и продолжайте молиться. Мои обещания верны, мое слово исполняется. Сегодня я утверждаю, что ни одна из ваших молитв не останется без ответа. Нет ничего невозможного, ни слишком большого, ни слишком маленького. Я отвечу вам и дам вам то, что благословит вас и придаст вам больше сил и ободрения. Я всегда буду давать вам самое лучшее. Не следуйте дурным привычкам людей, не жалуйтесь, если ответ приходит не сразу. Научитесь доверять и концентрироваться на главном. У вас есть жизнь, у вас есть семья, которая вас окружает, даже если иногда возникают проблемы. У вас есть все самое лучшее, у вас есть я, у вас есть ваша вера. Возможно, тебе стоит принять окончательное решение и отдать мне свои мечты, свой характер, свою личность, свои хорошие и плохие привычки. Я надеюсь, что это переписывание – то, что вы ищете. Если у вас есть еще пожелания или вам нужны дополнительные корректировки, не стесняйтесь, скажите мне об этом. Пишите 888, если вы доверяете Божьему времени. Бог говорит: «Если ты действительно любишь меня, я призываю тебя посвятить себя мне. Напитай свой дух моей любовью и стань частью меня». Поставьте перед собой такую цель. Пусть из ваших уст исходят только добрые и красивые слова. Я знаю, что вы сталкиваетесь с провокациями, которые иногда заставляют вас высказывать нежелательные вещи. Примите решение. Я хочу преобразить ваше сердце, ваше будущее, вашу семью и даже ваши финансы. Я приготовил для вас великие благословения. Ваша молитва имеет решающее значение для того, чтобы вы стали свидетелем мощных изменений и чудес в вашей жизни. Не сдавайтесь сейчас. Сейчас вы увидите, как сильно я люблю вас. Мой голос последний во всем. Вы можете быть уверены, что ваша жизнь находится в моих руках. Я не разочарую вас. То, что думают или говорят о вас другие, ничего не изменит. Их слова не причинят вам вреда. Я люблю вас, и вы не упадете, я не позволю вам потерпеть поражение. Вы будете процветать, и я исцелю ваше тело и тело ваших близких от любой болезни. Я изолью на вас изобилие и мир. Это ваше время, и именно поэтому вы слышите эти слова. Кто сказал вам, что вы не можете измениться? Тот, кто сказал вам это, лжет, глядя на вас с ненавистью и завистью. Они говорили тебе, что ты никогда не справишься, что ты обречен на неудачу, что ты ничего не заслуживаешь. Но вы осмелились подойти ко мне, хотя поначалу считали, что недостойны моей любви и внимания. Ты показал, что мое слово, верность и присутствие подлинны. Моя любовь льется на тебя, как водопад с неба. Несмотря на то, что ты был ранен презрением, этот дождь ласки исцелил тебя. Ваше некогда каменное сердце теперь бьется с жизнью и нежностью. Ты добр и прост, полон веры и надежды, готов любить и стремишься жить, как невинное дитя. Сильный и несгибаемый, как воин, прошлое осталось позади. Примите свою новую реальность. Вы – обновленный человек,
более мудрый и терпеливый. Я дарую вам спокойствие, а ваша роль – молиться и стремиться искоренить дурные привычки и мысли из прошлого. Я здесь, чтобы защищать и заботиться о вас днем и ночью. В темные минуты не бойтесь оступиться, ибо я окружаю вас непроницаемым щитом, и мой свет направляет вас. Откройте дверь своего сердца и приготовьтесь к преображению. Примите моего Святого Духа, который поведет вас к истине и укажет вам путь. Как горшечник лепит глину, так и я вылеплю ваши страхи и неуверенность. Теперь ни одна эмоция не управляет вами, в вашем сердце есть место только для моей любви. Не позволяйте тревогам и сомнениям одолевать вас. Я люблю вас, и вы не будете побеждены. Я не позволю вам опечалиться. Вы будете процветать, и я исцелю ваше тело и тело вашей семьи от любой болезни. Я изолью на вас изобилие и мир. Это ваше время, и поэтому вы слышите эти слова. Кто сказал вам, что вы не можете измениться? Тот, кто сказал вам это, лжет и смотрит на вас с ненавистью и завистью. Они говорили тебе, что ты никогда не справишься, что ты обречен на неудачу, что ты ничего не заслуживаешь. Но вы осмелились подойти ко мне, хотя поначалу считали, что недостойны моей любви и внимания. Ты показал, что мое слово, верность и присутствие подлинны. Моя любовь льется на тебя, как водопад с неба. Несмотря на то, что ты был ранен презрением, этот дождь ласки исцелил тебя. Ваше некогда каменное сердце теперь бьется с жизнью и нежностью. Ты добр и прост, полон веры и надежды, готов любить и стремишься жить, как невинное дитя. Сильный и несгибаемый, как воин, прошлое осталось позади. Примите свою новую реальность. Вы – обновленный человек, более мудрый и терпеливый. Я дарую вам спокойствие, но ваша роль состоит в том, чтобы молиться и стремиться искоренить дурные привычки и мысли из прошлого. Я здесь, чтобы защищать и заботиться о вас днем и ночью. В темные минуты не бойтесь оступиться, ибо я окружаю вас непроницаемым щитом, и мой свет направляет вас. Откройте дверь своего сердца и приготовьтесь к преображению. Примите моего Святого Духа, который поведет вас к истине и укажет вам путь. Мои обещания исполняются, моя воля торжествует. У вас есть мое слово, и мои благословения достигнут вас. Тебя любят таким, какой ты есть, мой дорогой сын или дочь. Напишите 555, чтобы получить божественную защиту. Бог говорит, что ты для меня исключительный человек, у которого есть прекрасный план, который будет тщательно реализован. Я направлю твои шаги в нужную сторону, доставлю тебе долгожданное чудо и ответ, которого ты так долго ждал. Ваши желания скоро сбудутся, если вы найдете время для молитвы. Если вы ищете меня на рассвете или преклоняете колени перед ночным отдыхом, вы обнаружите, что ответы, которые вы искали, уже перед вами. Когда вы наполнитесь моим словом, ваши взгляды и чувства изменятся, ваш характер укрепится, а люди, которые плохо к вам относились, начнут меняться. Возрождение надежды озарит вашу улыбку, а уверенность
которую вы излучаете, вызовет уважение окружающих. Вы никогда не были и не будете неудачником. Я предлагаю вам жизнь и силу. Вы имеете право воскреснуть и процветать, как это сделал я на третий день своего воскресения, и вы воскреснете вместе со мной. Примите это, поверьте в это и примите. Позвольте себе наполниться этой божественной силой, которая разделит неспокойные воды вашего моря и даст вам власть спокойно двигаться навстречу своей судьбе. Когда вы столкнетесь со сложными бурными водами, я буду рядом с вами. Если вы пересечете бурные реки, вы не утонете. Даже если вы пройдете сквозь огонь, вы не сгорите. Я наделил вас способностью побеждать змей, скорпионов и любую вражескую силу. Ничто и никто не причинит вам вреда. Мои благословения непоколебимы. Я защищаю тебя, забочусь о тебе и очень люблю тебя, потому что я твой Отец. Вам не нужно заслуживать мою любовь. Все, что я имею для вас, принадлежит только вам. Когда вы сталкиваетесь с нуждами, взывайте ко мне с верой, и я отвечу вам. Я открою вам необычные и сокровенные вещи, о которых не знает никто другой. Мой голос будет звучать в вашей жизни. Я буду говорить вам о своих благословениях и о любви, которая окружает вас в любое время. Даже если вы столкнетесь с трудностями, проблемами и конфликтами, помните, что вы мои, и я люблю вас. Я ваш пастырь, и вы никогда ни в чем не будете испытывать недостатка. Поймите свою сущность и мой выбор любить и благословлять вас. Подтвердите свою веру в это и примите эти слова с верой. Ощутите мое присутствие, читая и слушая их. Впитывайте эту сущность, испытывая радость, веселье и счастье. Когда вы склоните колени в молитве, эти прекрасные эмоции будут сопровождать вас всегда, ибо я – источник изобилия жизни. Я волью здоровье и свободу в каждый уголок вашего существа, в ваш разум и душу. Я наполню вас своим Святым Духом, исследуя закоулки ваших мыслей. Отпустите печали, боль, сожаления и забытые ошибки. Сегодня всему этому приходит конец. Наслаждайтесь этим освобождением и прощением, принимая радость и счастье. Поднимите руки к небу и приветствуйте дождь благословений, который я изливаю на вас и вашу семью. Пусть эта святая вода пропитает ваши волосы и наполнит вас своей вечной любовью. Напишите 777, если вы доверяете. Бог говорит: «Я был с тобой даже во времена расстояний, и я буду продолжать быть с тобой, несмотря ни на какие ошибки. Моя любовь к тебе неизменна, я не меняю своих решений». Когда ты чувствовал себя потерянным, именно я искал тебя. Я показал тебе, что истинная жизнь и мир не обретаются в иллюзорных путях. Вы должны упорно идти вперед, смотреть в лицо страданиям и верить в то, что я вас направляю. Я слежу за вашими слезами и разделяю их с вами. Я верный друг, готовый принести вам безопасность. Я помогаю вам и сражаюсь рядом с вами в моменты вашего истощения. Мое небесное воинство защищает вас, когда вы чувствуете себя уязвимыми.
Вы часто не замечаете многих ситуаций, от которых я избавил вас. Я открою вам глаза на мир сверхъестественного, и вы сможете увидеть моих храбрых ангелов, защищающих вас в напряженных битвах. Я предотвратил смертельные несчастные случаи и болезни. Я сорвал планы преступников и воров. Я противостоял вашему духовному врагу и дал ему отпор. Моя любовь к вам вечна, независимо от обстоятельств. Я призываю вас отдохнуть под моей защитой и любовью. Я прошу вас больше не позволять бедам беспокоить вас. Доверьтесь мне, не реагируйте на слова других. Вы окружены моими любящими объятиями. Никакая угроза или ложь не сможет достичь вас. Вы достигли высокого уровня веры, зрелости и мудрости. Вы недосягаемы для конфликтов и провокаций. Не позволяйте попыткам потревожить вас увенчаться успехом. Примите мой покой. Найдите время в тишине послушать мое слово. Мои обещания разорвут ваши цепи и избавят от привычки беспокоиться по слухам. Даже если то, что вы слышите, правда, не позволяйте им украсть ваш покой. Сосредоточьтесь на моей любви и руководстве, и вы обретете безмятежность, к которой стремитесь. Аминь. Напишите «Аминь», если вы верите, что получите это сегодня. Если вам понравилось это видео, нажмите «Нравится» и подпишитесь на наш канал, чтобы укрепить свою связь с порталом сознания. Да благословит вас Господь!